Здравствуйте, дорогие ребята! Я учитель географии Джанбекова Гулиза Джанбековна. Рада вас приветствовать. Надеюсь, сегодняшний урок будет познавательным и интересным для вас. Предлагаю вашему вниманию несколько картинок. По ним давайте с вами попробуем определить тему нашего урока. Тема сегодняшнего урока – человек и природа. Природоохранная деятельность. Давайте подумаем. Представьте, что вы раскрутили глобус быстро, что все цвета его слились в один. Как вы думаете, какого цвета будет такой крутящийся глобус? Имеет ли какое-либо отношение этот баллончик к охране окружающей среды? Глобус слился бы в синий цвет, так как 2/3 поверхности планеты состоит из воды, а любой аэрозольный баллончик содержит фреон, который разрушает озоновый слой. Загрязнение и охрана окружающей среды – очень важный вопрос, так как он входит в список глобальных проблем человечества. Рассмотрим более подробно, какие существуют виды загрязнения окружающей среды и какие существуют пути решения главных природоохранных проблем. Объекты загрязнения окружающей среды – это атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. Загрязнение окружающей среды человеком имеет длительную историю. Еще жители Древнего Рима жаловались на загрязненность вод реки Тибр. Первый закон об охране окружающей среды был принят в 1273 году английским королем Эдуардом I. Закон, запрещающий использование каменного угля для отопления жилищ Лондона. Эдуард III в 1338 году принял закон, запрещающий сливать мусор в Темзу. В начале 15 века подобный указ издал французский король в отношении Сены. Согласно указу Петра I, наказанию подвергались все те, которые сбрасывали мусор в Неву. Загрязнение – это процесс внесения в природу и окружающую среду разного по характеру изменений, которые приводят к крайне негативным процессам. Различают количественное и качественное загрязнение окружающей среды. Количественное загрязнение возникает в результате поступления в окружающую среду в гораздо большем количестве тех химических элементов, которые встречаются в природе в естественном состоянии. Качественное загрязнение – это загрязнение окружающей среды теми химическими веществами и соединениями, которые нет в природе в естественном состоянии. Как правило, это отходы промышленности. Виды загрязнения бывают биологические, химические, механические, шумовые, тепловые. Биологические загрязнители – в эту категорию входят антропогенные факторы. Загрязнители, возникающие по вине человека, выделяют органические бактериальные источники. Химические вещества в этой группе относятся тяжелые металлы и органические и синтетические соединения, соли. Механические загрязнители – мусорные свалки, переполненные пластиком. Процесс распада механических загрязнителей исчисляется десятилетиями. К изменениям физических характеристик окружающей среды относятся шумовое, тепловое, радиационное и прочие загрязнения. Разведение открытого огня, вырубка лесов, вспахивание гектаров земель. Их освоение – небольшой вклад в ухудшение состояния природы, рост промышленного развития и научно-технический прогресс, газовые выбросы от транспорта, загрязненные стоки, строительство новых дорог несут негативный вклад в загрязнение человеком окружающей среды. Под загрязнением природы принято принимать такое поведение человека, в результате которого в природу привносятся опасные и вредные для нее вещества и материалы, химические соединения и биологические агенты. Последствия загрязнения окружающей среды сказываются не только на свойства грунта, воды, растительности, качестве воздуха, но могут и влиять на массу других факторов, в том числе и на общее качество жизни людей. Под загрязнением атмосферы следует понимать изменение ее химического состава при поступлении примесей естественного или антропогенного происхождения. К естественным источникам загрязнения относятся загрязнение атмосферы при извержениях вулканов, пыльных бурях, лесных и степных пожарах, пылью эрозии почв, частицами морской соли, продуктами растительного и животного микробиологического происхождения. Антропогенное загрязнение атмосферы разделяют на радиоактивное, электромагнитное, шумовое, дисперсорное и газообразное, а также по отраслям промышленности и видам технологических процессов. Главными и наиболее опасными источниками загрязнения атмосферы являются промышленные, транспортные и бытовые выбросы. В настоящее время основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются следующие отрасли:
Это теплоэнергетика, тепловые и атомные электростанции, промышленные и городские котельные, предприятия черной и цветной металлургии, машиностроения, производство стройматериалов, химическая, нефтедобывающая и нефтехимическая промышленность и транспорт. Города с самым загрязненным воздухом. Канпур, наиболее загрязненный город в Индии, имеет показатель 209 микрограмм на кубический метр. Ясодж, Иран, показатель 215 микрограмм на кубических метров. Один из 4 иранских городов, попавших в десятку самых загрязненных городов, в конце осени северной части Индии и Пакистана часто затягивает смог. Это дым от сжигания сельскохозяйственных культур, пыли, выбросы заводов, выхлопы машин. Когда мы говорим о последствиях парникового эффекта, мы понимаем влияние его на климат Земли. В первую очередь это глобальное потепление. Многие отождествляют понятие парниковый эффект в глобальное потепление, но они не равны, а взаимосвязаны. Первая причина второго. Парниковый эффект приводит к разрушению озонового слоя. Следствием разрушения озонового слоя являются озоновые дыры. Появились в 80-х годах 20 века. Самые крупные из них находятся над Антарктидой. Так как озоновый слой призван защищать поверхность нашей планеты от переизбытка ультрафиолетового и солнечного излучения, то озоновые дыры можно считать реально опасными для живых организмов и явлением. Снижение озонового слоя значительно увеличивает поток солнечной радиации, что может влиять на резкий рост числа раковых кожных заболеваний. Не менее губительно проявление озоновых дыр для растений и животных. В последние годы климат на Земле заметно меняется. Одни страны страдают от аномальной жары, другие от слишком суровых и снежных зим, непривычных для этих мест. Экологи говорят о глобальном изменении климата, включающем увеличение средней годовой температуры, вызывающей таяние ледников и повышение уровня Мирового океана. Этапы глобального потепления – усиление концентрации углекислого газа, таяние льдов, повышение уровня воды в Мировом океане, опреснение Мирового океана. Изменение теплых течений, катастрофическое цунами. Наличие в атмосфере промышленных выбросов, оксидов, серы и азота, хлористого водорода и других кислотообразующих соединений являются основной причиной выпадения кислотных дождей. В результате дождь и снег оказываются подкисленными. Присутствие в воздухе заметных количеств, например, аммиака или ионов кальция, приводит к выпадению не кислых, а щелочных осадков, однако их также принято называть кислотными, поскольку они при попадании на почву или водоем меняют их кислотность. Один легковой автомобиль вырабатывает за год такое количество углекислого газа, который равен его собственному весу. В этом газе содержится около 300 опасных для людей и природы веществ. К странам с самым загрязненным воздухом относятся Индия, Пакистан, Китай, Иран, Монголия. Без постоянного газообмена невозможна жизнь ни одного живого существа на планете. Атмосфера участник самых разнообразных природных процессов. Она определяет температуру Земли, а вместе с ней и климат, защищает от космического излучения, а также влияет на рельеф. Известно, что химический состав атмосферы менялся на своем протяжении исторического развития Земли. В наши дни сложилась ситуация, при которой состав части объема атмосферы определяется выбросами, создаваемыми совокупностью промышленных предприятий. За счет этого состав воздуха неоднороден и сильно зависит от географического положения. Так в крупном промышленном и в густонаселенном городе, находящемся на равнине, содержание различных примесей намного выше, чем в горной деревне, жители которой по общей части воздействованы в сельском хозяйстве. Основные источники химического загрязнения атмосферы – предприятия химической промышленности, объекты ТЭК, транспорт. За счет деятельности этих факторов в загрязнении в атмосфере накапливаются соли тяжелых металлов, таких как ртуть, медь, хром и свинец. Дело дошло до того, что они стали постоянными элементами химического состава воздуха в городах, чьей основной деятельностью является работа крупных предприятий тяжелой и химической промышленности. Для окружающей природы наиболее опасны предприятия именно этих отраслей. Стоит ли говорить, что в наши дни электростанции каждый день производят выброс в атмосферу сотен тонн углекислого газа, а также золы,
пыли и сажи. Считается, что огромный выброс двуокиси углерода – основная причина глобального потепления на планете. Город битком набит машинами разных марок и моделей, однако за удобство и свободу передвижения взимается плата. В настоящее время в городах и других населенных пунктах резко увеличилось содержание различных вредных веществ в воздухе. Из-за различных производственных топливных добавок в бензине образуются летучие соединения свинца, которые легко выбрасываются в атмосферу. Помимо этого, автомобиль – это источник пыли, грязи и золы, которые, оседая, загрязняют еще и почву. Загрязнение литосферы на состояние литосферы в первую очередь оказывает влияние хозяйственная деятельность человека. Она приводит к значительному загрязнению почвы и даже нижележащих слоев. Рассмотрим, как происходит загрязнение литосферы и что может произойти из-за этого. Наибольшему загрязнению подвергается верхний слой литосферы – почва. От количества плодородной почвы зависит жизнь растений, животных, человека. Основными источниками загрязнения литосферы являются бытовой мусор, сельское хозяйство, промышленные отходы. Установлено, что на одного человека в год в среднем приходится около тонны разнообразного мусора. Часть его – это неразлагаемый мусор. Населенные пункты вывозят мусор на свалки. Как его оттуда утилизировать, до сих пор нерешенная задача. Сжигание мусора приводит к выделению большого количества токсичных веществ. Закапывание мусора – это загрязнение почвы и подземных вод. Огромным загрязнителем почвы является нефть и ее производные. Нефть нерастворима в воде и при попадании на землю обволакивает почву, делая ее липкой. На этих участках погибают все растения. Основные виды антропогенного воздействия на почву следующие: эрозия, ветровая и водная, загрязнение вторичного заселения, заболачивание, опустынивание, отчуждение земель для промышленного и коммунального строительства. Опасные загрязнители для почвы – это ртуть, свинец, пестициды, химикаты. Наиболее опасный источник загрязнения – это захоронение радиоактивных отходов. На атомных станциях около 90% ядерного топлива выбрасывается в виде отходов. Их закапывают глубоко в землю в стальных контейнерах. Карта опустынивания Земли. Зеленый цвет – низкая угроза опустынивания. Желтый цвет – умеренная угроза. Красный – очень высокая угроза. Загрязнение гидросферы происходит различными способами. Эксперты называют следующие источники загрязнения акваторий: промышленные предприятия, жилищно-коммунальные службы, транспортировка нефтепродуктов, сельскохозяйственная агрохимия, транспортная система, туризм, сброс химических веществ токсического действия, сброс радиоактивных веществ, сброс горячей воды, охлаждающие атомные реакторы. Великий мусорный участок в Тихом океане – большое Тихоокеанское мусорное пятно, Восточный мусорный континент, огромное скопление мусора в северной части Тихого океана. Мусорное пятно состоит из пластика и других антропогенных отходов, которые были подхвачены кругообразным течением в северной части Тихого океана. Несмотря на свои размеры и значительную плотность, пятно не видно на спутниковых фотографиях, поскольку оно состоит из мелких частиц. К тому же большая часть мусора плавает в слегка утопленном состоянии, скрываясь под водой. Самые загрязненные моря мира – это Красное море, Японское, Северное, Южно-Китайское, Балтийское, Средиземное и Мексиканский залив. Масштабы загрязнения гидросферы намного больше, чем вы можете себе представить. Разливы нефти, мусор в Мировом океане – это лишь верхушка айсберга. Основная ее масса скрыта в глубинах, а точнее растворена в воде. Катастрофическая загрязненность вод наносит огромный вред их обитателям. Однако вода способна загрязняться и в силу естественных причин. В результате селей и паводков из почвы континентов вымывается магний, который попадает в океан, отчего наносится вред его обитателям. Но естественное загрязнение – это мизерная часть, если сравнивать масштабы воздействия с антропогенным. Из-за человеческой деятельности в воды Мирового океана попадают на поверхность активные вещества, удобрения, пестициды, токсичные слои, фосфаты и нитраты, лекарства и их производные, являющиеся в большинстве своим сильными ядами, нефтепродукты всех фракций, бензин, мазут, керосин, радиоактивные элементы. Источник загрязнения – рыболовецкие суда,
большие фермерские хозяйства, нефтяные платформы, добывающие ресурсы в шельфовой зоне, гидроэлектростанции, объекты химической промышленности, а также стоки канализации. Повышение температуры воды океанов представляет собой особую опасность на фоне общего потепления климата Земли, предупреждают экологи. Потепление океанов вызывается повышением температуры атмосферы, то есть в конечном итоге это тоже связано с ростом выбросов парниковых газов. В результате нарушается газообмен между слоями воды на поверхности океанов и атмосферой, что приводит к существенным переменам физических, химических и биологических параметров водной среды. Все вышеописанные процессы заставляют многие страны мира задуматься не только о препятствии для своего дальнейшего развития, но и в жизни людей. Поэтому многие из них проводят экологическую политику, которая основывается на принятии природоохранных законов и создании различных государственных органов по охране окружающей среды. У природы нет государственных границ. Планета Земля – наш общий дом, а значит, забота о нем, поддержание в нем порядка – наша общая важнейшая обязанность. Защитить нашу планету возможно лишь совместными усилиями. Для того, чтобы прекратить или снизить выбросы в окружающую среду токсичных веществ, следует ввести строгие санкции предприятиям, которые выбрасывают отходы в окружающую среду, а также проследить за исполнением введенных мер. Помимо этого, обязать предприятия, выбрасывающие газы в атмосферу, и установить фильтры, снижающие процент выброса веществ в воздух. Необходимо обязать все государства налагать крупные штрафы за оставление мусора в неотведенных для него местах, как, например, это успешно проделано в Сингапуре. Какие методы еще следует использовать? Повсеместное строительство очистительных сооружений, создание природных заповедников и заказников и национальных парков, озеленение городов и других населенных пунктов, жесткая демографическая политика в странах третьего мира, создание общественного резонанса, который привлек бы внимание широкой общественности и глав различных государств к проблеме загрязнения окружающей среды. Для этого необходимо проводить различные конференции, слушать доклады и поддерживать экологические проекты. Поиск новых решений и путей решения проблемы с использованием альтернативных источников электроэнергии, световой, ветряной, геотермальной энергии, приливов и отливов. Нам всем необходимо понимать, что загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека находятся в зависимости. Если кратко, то чем хуже экологическая ситуация, тем большему количеству заболеваний подвержены люди. Замечали, что в последнее время стало больше сообщений об онкологических заболеваниях. Этот факт также связывает о плачевной экологической ситуации на планете. Земля – наш общий дом. Ее защита и охрана – задача каждого из нас, чтобы не наблюдать за окном картинку, больше подходящую для иллюстрации к книгам. Нам нужно объединить усилия в миссии по получению экологической ситуации на планете. Вместе нам это по силам. Борьба с загрязнением окружающей среды – это сложная задача, которая должна решаться в следующем комплексе. Обращение на проблему внимания правительств всех стран, просвещение народных масс с целью воспитания у них сознательности в данном вопросе, воздействие на производителей и их контроль. Все это должно регулироваться продуманными и жесткими законодательствами. Предотвращение загрязнения окружающей среды также должно сопровождаться созданием полноценной инфраструктуры по вывозу и утилизации переработки мусора. Простые правила, которые должен выполнять каждый человек. Каждый житель планеты может принять участие в решении проблемы тотального загрязнения природы. Вместо личного транспорта использовать общественный транспорт, не покупать лишнее, сортировать отходы, сдавать в специальные пункты использованные батареи. Все международные организации, участвующие в отношениях, урегулированных международными правовым окружающей среды, можно разделить на две большие группы – международные правительственные и международные неправительственные организации. Международные правительственные организации – Организация Объединенных Наций, ЮНЕП, международные неправительственные организации – это экологической направленности, это Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы, ЮНЕП, программа ООН по окружающей среде, год создания 1972 года. Деятельность организации включает в себя различные проекты в области атмосферы, земли и морских наземных экосистем. ЮНЕП играет значительную роль в области экологии и охраны окружающей среды, сотрудничает с государственными и неправительственными международными организациями. Greenpeace – общественная экологическая организация.
основная цель, которая добиться решения глобальных проблем, в том числе путем привлечения внимания общественности и властей. Закрепим пройденное. Какие существуют виды загрязнения? Виды загрязнения бывают биологические, химические, механические, тепловые. На этом мы завершаем наш урок. До новых встреч!